День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой непростой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Надежда Саханская. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Глава региона посетил Нерюнгринский район. В ходе рабочего визита Айсен Николаев встретился с ветераном Великой Отечественной и осмотрел ход ремонтных работ социальных объектов. Разработку новых механизмов развития генерации обсудили в Москве. На этой неделе состоялось заседание Государственного совета по направлению энергетика. Весь мир отметил День борьбы против рака. В больницах республики состоялись дни открытых дверей. Расскажем, о чем нужно помнить и какими мерами не следует пренебрегать. Результативный разговор сложился в Алекминском районе. В гимназии Эврика прошло первое установочное совещание по поводу создания детской общественной организации. Ну а во Владивостоке появилось новое развлечение айс-флоатинг, представляющее собой купание среди льдин в специальном спасательном костюме. Расскажем подробнее. Больше овощей, фруктов и яиц в арктических районах Якутии. В этом году объемы завоза продуктов увеличатся на 15%. Всего в этом году, согласно плану, завезут по автозимникам 5230 тонн продовольственных товаров, навигации 2480 тонн, авиации 450 тонн. Всего годовой объем завоза в 2025 составит 8160 тонн. Арктическая торгово-логистическая компания не только увеличивает объемы поставок, но и внедряет инновационные методы доставки, используя утепленный транспорт, теплые тенты и даже снегоходы, чтобы свежие продукты доставлялись даже в самые отдаленные села. Это позволит обеспечить жителей арктических районов качественным и разнообразным питанием. На этой неделе в Нерюнгринском районе работал глава Якутии. В рамках рабочего визита Айсен Николаев встретился с ветераном Великой Отечественной войны, осмотрел ход ремонтных работ Нерюнгринской центральной районной больницы, провел ряд важных совещаний. Подробности в следующем сюжете. Первым пунктом рабочей программы главы республики в Нерюнгринском районе стал визит к ветерану Великой Отечественной войны Валерию Спиридонову. Валерий Михайлович участвовал в боях с милитаристской Японией. Он является кавалером Ордена Отечественной войны. Айсен Николаев вручил ветерану первую юбилейную медаль 80-летия Победы. Служу России! Молодец! Продолжился рабочий визит главы совещанием о ходе реализации мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации, который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. До 2030 года предстоит реализовать 19 мероприятий, включающих 43 объекта. В 2025 году запланировано выполнение 10 ключевых проектов. Стоимость общая на сегодняшний день в целом прошлого года составляет 113,5 миллиардов рублей. В том числе федеральный бюджет 53, республиканские 6 миллиардов, и бюджетные источники 54,5 миллиардов. До 30 года стоит задача привлечь почти 50 миллиардов федеральных средств, почти 5 миллиардов республиканских. Необходимо усилить работу по привлечению федеральных средств, внебюджетных средств, использовать весь комплекс мер, который сегодня нам доступен. Работы по обновлению объектов Нерюнгринской центральной районной больницы должны быть завершены к концу 2026 года. Безусловно, это очень большое событие для жителей Нерюнгринского района и для медицинской общественности района. Ну и в течение 2025 года здесь будут введены 4 объекта здравоохранения, в том числе женская консультация. Мы уверены, что с вводом данных объектов, конечно же, безусловно, улучшится качество оказания медицинской помощи, создастся комфортные условия для работы медицинских работников. Ну и, безусловно, для жителей это будет большой-большой огромный плюс. Глава Якутии осмотрел объекты здравоохранения и оценил ход работ по модернизации Нерюнгринской центральной районной больницы. Айсен Сергеевич довольно хорошо оценил нашу работу. Выделенные средства практически все освоены. На сегодня закончены работы блока Б нашей больницы. Блок А у нас планируется второй этап сейчас. Начинаем переезд в другую половину. Все остальные объекты у нас в работе.
Продолжился план работы второго дня главы республики в Нерюнгри уже в администрации. Здесь прошло совещание о ходе подготовки к проведению национального праздника Исэ-Халанхо, который пройдет в этом году в Нерюнгринском районе на территории нового парка Амикан. Объекты строятся, деньги выделены, культурная программа сверстана, подготовка идет полным ходом. Но главное, вот на что я хотел бы, пользуясь случаем, обратить внимание, это вовлеченность жителей Нерюнгри, вообще в целом Нерюнгринского района в этот праздник. Это праздник не одного народа Саха, это праздник всего многонационального народа республики, жителей Нерюнгринского района, в первую очередь на территории которого будет ИСЭХ проходить. И, конечно, понимание сути этого праздника, который посвящен миру, добру, благословению небес, конечно же, должен до людей доходить. И ведь тот парк Амикан, который сегодня как раз строится для проведения этого праздника, он в будущем будет тоже функционировать как место культурного отдыха для жителей Нерюнгри. На встрече с главой республики были рассмотрены текущие вопросы и намечены пути их решения. Даны отдельные поручения, определены приоритетные задачи, а определенные пункты взяты под особый контроль. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Якутия приняла участников третьего потока третьего модуля программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». В течение 4 дней нынешние и будущие главы населенных пунктов будут изучать стратегию развития муниципалитетов. В данный модуль входит государственная политика и нормативно-правовое регулирование, планирование развития городов, место и роль муниципалитетов в реализации нацпроектов и многое другое. Коллеги из почти 80 регионов страны, 80 человек, действующие мэры, будущие мэры, знакомятся с практиками, которые сложились в республике по управлению муниципальным имуществом, по управлению муниципальной экономикой, муниципальными финансами. Мы знакомимся, как в условиях экстремальных температур, в условиях крайнего севера осуществляется управление муниципалитетами. В рамках рабочей поездки в Москву Айсен Николаев провел заседание Государственного совета по направлению энергетика. Глава Якутии был назначен председателем соответствующего комитета президентом страны. На первом в году совещании главной темой стала разработка новых механизмов развития распределенной генерации. Подробности в следующем материале. 65% нашей страны – это изолированные и труднодоступные территории, на которых проживает 700 тысяч человек. Электроснабжение здесь осуществляется на завозном дизельном топливе. Большинство таких электростанций были построены десятки лет назад, имеют высокий износ и не соответствуют современному уровню надежности и экономичности. И модернизировать эту систему – одна из приоритетных задач государства. Надо понимать, что на этой территории генерится огромный национальный продукт, и вопрос решения задачи электроэнергетики в изолированных энергорайонах – это вопрос не только чисто экономический, это вопрос геополитический. Именно с этой точки зрения президент страны сформулировал свои поручения еще в 2022 году по итогам Восточного форума в адрес правительства страны определить именно, во-первых, не только программу развития локальной генерации, но и поиск источников финансирования. Во время заседания глава Якутии поддержал инициативу Минвостокразвития по продлению дальневосточной надбавки. Она позволяет снизить розничные цены на электроэнергию для потребителей в регионах Дальнего Востока, где цены выше базовых. Этот механизм был внедрен в 2016 году и должен был завершиться в 2028. Считаем целесообразным рассмотреть продление механизма дальневосточной надбавки до 1935 года, зафиксировать ее размер на уровне 2025 года и направлять 50% средств на сохранение льготных тарифов для резидентов территории опережающего развития, свободного порта и субъектов малого и среднего предпринимательства. И второй половины на целевое финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонов. По мнению экспертов, для снижения затрат на производство электроэнергии необходимо сокращать потребление дорогостоящего дизельного топлива. Для этого внедряются автоматизированные гибридные энергетические комплексы с использованием солнечных батарей, ветроэлектростанций и систем накопления энергии. В рамках соглашения с Русгидро в Якутии запланирована модернизация десятков объектов с применением гибридных
технологий. По программе, которую мы совместно утвердили, 73 объекта у нас должно быть модернизировано. Более 10 уже за эти годы построено, введено в действие. И вот сегодня, как уже выступавшее руководство Росгидро говорило, только за прошлый год экономия дизельного топлива составила 1650 тонн. Это большие деньги, это уже почти немногим менее 200 миллионов рублей, которые удалось сэкономить. В ходе обсуждения глава Якутии подчеркнул, что нужно предоставить полномочия институтам развития, таким как ВЭБ-РФ, кредитовать проекты по строительству локальной генерации, в том числе в области теплоснабжения. Также Айсен Николаев указал, что важным фактором для развития энергетических объектов является технологическая обеспеченность доступным оборудованием, в том числе российского производства. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этой неделе в России отметили День науки, запустили ракету с военными спутниками. МЧС России продолжает ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. В целом о событиях расскажет Айсена Бурнашова. Подробнее в дайджесте федеральных новостей. В преддверии Дня российской науки президент страны Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Говорили о подготовке инженерных кадров, квалифицированных рабочих. Их подготовка остается одной из важнейших задач для всех уровней образования. Президент отметил, нужны специалисты, способные создавать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, и готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования. Помимо решения задач сегодняшнего дня, ближайшего будущего, нужно формировать задел в компетенциях на годы вперед, чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты, ну и наши учреждения, школы, колледжи, вузы и через 15-20 лет были готовы отвечать на вызовы времени. Это требование нужно обязательно закладывать в логику наших действий, ставить такую задачу при разработке новой стратегии развития образования до 2040 года. Техническое образование прежде всего должно быть фундаментальным, сказал Владимир Путин. При этом необходима база знаний, математики и естественных наук. Они формируются в школе. Эксперты считают, что с 5 по 9 класс важнейший период для подготовки будущих специалистов. Поэтому в школах должен быть высокий уровень преподавания этих предметов. Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам. Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации. Также ко Дню российской науки объявили лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Награды получили ведущий сотрудник из Белгорода Наталья Черкашина. Она разработала уникальный материал для защиты космонавтов от космической радиации. Профессор, биотехнолог из Петербурга Елена Корочкина, которая создала инновационные кормовые добавки для скота. Ученый Вадим Попков и его коллега Кирилл Мартинсон, тоже из Петербурга, награждены за новую технологию создания свечей-керамики. Она лучше и надежнее зарубежных аналогов. Закрытым указом награжден Константин Титов. Он разрабатывает спецкомплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Премия присуждается с 2008 года молодым ученым за значительный вклад в развитие отечественной науки. С 2019 года размер каждой премии составляет 5 миллионов рублей. Такие лидерские амбиции наших молодых исследователей – одно из важнейших условий научного и технологического превосходства России, к которому мы, безусловно, должны и будем стремиться. В этой связи есть идея создать специальную экспозицию на площадке Национального центра «Россия», чтобы ее посетители, это и наши граждане, и зарубежные гости, могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России. На неделе с космодрома Плесецк успешно запустили ракету с военными спутниками. В Минобороны России сообщили, осуществлен спуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическими аппаратами. Эта ракета, как и предыдущие, запущена в интересах Минобороны. Запуск прошел по плану. Ведомство поделилось эффектным видео с космодрома.
А на побережье Черного моря зафиксировали новые случаи точечных выбросов мазута. Их обнаружили на 15 участках проведения работ. МЧС России продолжает ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию Черного моря. На пляжах Анапы продолжают строить защитный вал. Проложено 32 километра. Также укладывают полипропиленовые сети. Они захватят мазут, позже их утилизируют. Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение 2 танкера. «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», вследствие чего произошел разлив мазута. По последним данным, всего в Краснодарском крае с береговой линии вывезено 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму собрано 697 тонн. В Севастополе более 649 тонн загрязнений. Работы продолжаются. Это был дайджест федеральных новостей. До новых встреч. Владимир Максимов продолжит руководить играми «Дети Азии». Его единогласно переизбрали на 2-й срок президентом Международного комитета. Это решение подтверждает высокую оценку работы Максимова, который возглавляет организацию с 2020 года, а до этого 8 лет был ее генеральным директором. Комитет «Дети Азии» планирует с новыми силами развивать детский спорт и реализовывать важные проекты. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Отчеты правительства перед населением продолжаются. Так, в Хангаласский район прибыли 3 правительственные делегации. Первую подгруппу возглавляет зампред Анатолий Семенов, который отправился в отдаленные южные наслеги. Вторая подгруппа под руководством министра спорта Леонида Спиридонова начала свою работу с Титарынского наслега. Третья подгруппа во главе с замминистра финансов республики Анной Степановой начала отчет с села Ой. Первым мы посетили село Чкалов, Титарынский наслег и село Улаханан. Мы посетили объекты, посмотрели школы, в каком состоянии, да, спортивные объекты. Ну и, конечно же, людей волнует много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, по строительству школы и, конечно же, дороги. Ну и последнее, как и министр спорта, радует то, что жители Хангаласского улуса интересуются проведением спартакиады по национальным видам спорта и грамотяр. В Аймиконском районе началась работа выездной группы во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Сивцевым. Подробности в материале наших аймиконских коллег. В первый день работы в районе представители министерств и ведомств провели прием по личным вопросам жителей райцентра. Вопросов было не очень много, но все получили ответы и разъяснения. Во-первых, я воспользовалась моментом, чтобы действительно прийти очно к представителям власти и задать такой вопрос, как назначение пенсии женщинам в районах Крайнего Севера, достигшие 50 лет, которые воспитывают 2 и более детей, но при этом мы находимся на федеральной либо муниципальной службе. К сожалению, у нас чуть-чуть идут нестыковки в этом плане и, как бы, скажем, расхождения, и которые можно было бы пересмотреть и, наверное, в пользу все-таки женщин, которые работают здесь и живут. И благодаря тому, что и специалисты приехали, и мой вопрос, который я задала Татьяне Константиновне, он ее очень затронул. Она сказала, это очень хороший вопрос, очень, скажем, значимый. И она сказала, что постарается помочь в этом вопросе, направить его через Ултумен дальше и все-таки затронуть тему эту. Среди посещенных социальных объектов средняя школа имени Героя России Игоря Хоменко, здесь уже который год ждут ремонта свайного поля, гимназия. Условия проживания и воспитания в Центре содействия семейному воспитанию впечатлили гостей. Они пообщались с ребятами и подарили им игрушки и настольные игры. Руководитель Департамента социальной политики Минтруда посетила семью участника СВО.
Непосредственно отчет исполнительных органов государственной власти республики перед жителями райцентра прошел в зале Дома культуры «Металлург». Поднимались вопросы качества связи, регулярности авиарейсов, придорожного сервиса вдоль трассы Колыма и состояния трассы после дождей на участке Чурапчай-Текёль. Было сделано несколько одобренных предложений. Мы внесли предложение по ремонту пионерлагеря. То бишь сделали план на 3 года и за счет промышленников восстановить этот пионерлагерь в течение 3 лет. И в 2027 году сделать его открытие. Будет на 200 детей в 1 сезон. То бишь за 3 сезона выходит 600 детей будет принимать пионерлагерь пока. Председатель правительственной комиссии заверил собравшихся, что их вопросы услышаны. 5 февраля отчетная кампания продолжится в остальных поселениях Аймиконского района. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. В соответствии с прогнозной инфляцией по итогам прошлого года страховые пенсии россиян в январе этого года увеличены на 7,3%. По решению президента с февраля пенсионеров ждет дополнительная индексация до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%. Социальный фонд России направит пенсионерам проиндексированный до этого показателя выплаты уже в феврале. Все выплаты будут начислены автоматически, обращаться в социальный фонд для этого не нужно. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации с 1 января 2025 года проведена индексация страховых пенсий на 7,3%. Однако, с учетом фактических показателей уровня инфляции, в феврале проведена доиндексация пенсий на 2,2%. Таким образом, общий коэффициент индексации страховых пенсий составил 9,5%. Обращаем внимание, что доплату пенсий за январь с учетом доиндексации на 2,2% пенсионеры получат с пенсии в феврале. Группа ВИС продолжает работу по строительству Ленского моста. На правом берегу начнется установка свай для опор правобережного подхода. Подготовлены армокаркасы для буронабивных свай. И работы по установке первых конструкций стартуют в ближайшие дни. Работы на обоих берегах по устройству фундаментных конструкций моста будут вестись параллельно. Вся необходимая производственная инфраструктура уже развернута. Правобережный автомобильный подход к мосту является самым протяженным в проекте и включает 19 из 26 опор. На левом берегу продолжается установка буронабивных свай для опор моста. Сварка армирующих каркасов идет полным ходом. Республиканскую эстафету «Знамя Победы» принял Намский Улус. Делегация Кобяйского района в составе 5 человек привезла красный стяг Тюбятскому наслегу. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. В этот же день знамя встретили жители Маймагинского и Хатырыкского наслегов. В течение 3 дней «Знамя Победы» побывает во всех наслегах Намского Улуса. Последними эстафету примут жители села Намцы и передадут ее Хангаласскому району. Из Тюбинского наслега защищать родину от фашистов отправились 106 человек. Из них свою жизнь отдали 80 бойцов. После войны прибыли 26 человек, и все они работали на процветание своей малой родины. Именно в то времена, в 1942 году, в нашем селе Водзе Ринкель по указу советского наркома организован был артель Ринкель. И именно там рыбачили наши бабушки, в те времена дедушки, старики. Вот они добывали рыб, и в год где-то по статистике уже есть данные, 128 тонн сдали государство для фронта, для тыла. Помочь с выбором, поддержать задачу педагогов сегодня очень много. И на самом деле воспитать личность ничуть не менее важно, чем дать стабильные знания. Конечно же, в первую очередь это задача родителей. Но если сложится пазл и обе стороны, родители и педагоги будут едины в задачах, будет намного лучше. Особенно учитывая, что молодежь сегодня очень продвинутая и интеллектуальная. В Алекминске в районной гимназии «Эврика» прошло первое установочное совещание по поводу создания детской общественной организации «Мужской разговор». И разговор получился результативный. Приходит время, и вчера вихрастые мальчишки становятся взрослыми. Конечно, хотелось бы, чтобы настоящими мужчинами с большой буквы. Мы открываем детское общественное объединение «Мужской разговор». Это
Была моя идея, моя инициатива как руководителя организации. Сегодня будем принимать наше новое положение, я им представлю. Будем выбирать управляющий совет, председатель, заместитель и так далее, и так далее. И определим, какие задачи нам предстоят. Помочь определить будущую дорогу с верным направлением вовремя – задача не из легких, но справиться можно. Ведь на самом деле это целый фонтан идей, мыслей, своего мнения. Главное – помочь. Мы поняли, что это достаточно актуально в наше время, актуально вот в данный момент. И поняли, что наше участие необходимо для того, чтобы будущие поколения, будущие классы нашей школы, в принципе, будущее поколение этого города, чтобы они видели пример, какой нужно. Директор районной гимназии уверен, новая идея по плечу его старшеклассникам. Пропаганда здорового образа жизни – это, на мой взгляд, одно из самых важных, чем мы должны заниматься. Также следить за порядком в городе, следить за порядком, начиная, главное, со своей школы, со своего ближнего окружения, смотреть на младших, как они себя ведут, помогать им, наставлять на верный путь. И делать замечания, чтобы они поняли, в чем они неправы, где-то хвалить, чтобы они понимали, как нужно развиваться, давать советы. И вот на наших советах, возможно, будет расти хорошее новое поколение. Важно, что ребятам это по-настоящему интересно, а значит, дело пойдет на лад. Я подумал, это в принципе неплохо, и шанс саморазвиться в какой-либо степени реализоваться и, в принципе, продвинуться. Это всегда хорошо, всегда в плюс к тебе идет какое-либо участие в таких движениях, таких объединениях и так далее. Руководитель, замы, отряды – все по-настоящему. На самом деле это не игра, а формирование личности, которая ценна. Что это даст тебе лично? Мне это лично даст огромный опыт. Как-никак это общение у меня с детьми будет, руководящий у меня опыт будет. Также я смогу передать этот опыт, что является тоже для меня впервые, так как я этим занимался за всю жизнь только несколько раз. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 2025 объявлен годом исторической памяти в сфере культуры Якутии. В год исторической памяти Национальная библиотека республики участвует в масштабном всероссийском проекте «Книга памяти сел и муниципальных образований». Цель – не дать кануть в лету именам участников Великой Отечественной войны из небольших сел. На данный момент силами библиотек со всей республики собрано около 13 тысяч записей о ветеранах войны и свыше 600 сведений о населенных пунктах, из которых они были признаны. Было принято решение, что для сбора данных мы будем создавать автоматизированную систему, то есть служебную базу данных. Библиотеки филиалы, которые непосредственно находятся в малых населенных пунктах, они работают с муниципальными архивами, с читателями, смотрят различные издания, которые были опубликованы, скажем так, в те времена, которые уже прошли, да? И из этих источников они собирают информацию и пополняют эту базу данных. За прошлый год мирнинцы перевели мошенникам более 50 миллионов рублей. Ситуация в районе не меняется. Общий ущерб с начала этого года уже составил около 6 миллионов. Подробности в материале далее. Житель алмазной столицы, вложив деньги в сомнительное предложение об инвестировании, потерял свыше 1,5 миллиона рублей. Средства при этом были кредитные. Началось все как обычно. Ему попалась ссылка заработать легкие деньги. Следуя инструкциям, мужчина несколько дней переводил деньги на указанные счета, а в ответ получал обещание высокой прибыли и возможность вот-вот забрать деньги. Он мне потом позвонил и предложил поучаствовать в этих самых инвестициях, тем самым заработать. Вот. Сначала положил маленькую сумму, 10 тысяч, начально, а затем вследствие их увещеваний этих сумм увеличилась, и в итоге взял кредит больше миллиона. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители ежедневно призывают мирнинцев быть осторожными при общении с незнакомыми людьми. Но тем не менее жители все равно попадаются на уловки злоумышленников.
Наиболее подвержены действиям мошенников слой населения – это, конечно же, возрастные люди, пенсионеры, у которых информационная безопасность, конечно же, хромает. Основные схемы совершения мошенничества – это звонки от сотрудников, якобы сотрудников правоохранительных органов, работников банка и инвестиции, которые гарантируют пассивный доход. Интересно, что большинство пострадавших утверждают, что были знакомы с методами мошенников и не думали, что с ними это может произойти. Однако в мошеннических схемах собеседник бывает настолько убедителен, что люди верят незнакомцам. Только с начала этого года мирнинцы перевели мошенникам уже более 6 миллионов рублей. Анна Васильева, Мирный. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В этом году в республике планируется капитальный ремонт 230 многоквартирных домов в 17 районах. Программа капитального ремонта сфокусирована на реализации мастер-планов развития городов Дальнего Востока. Больше всего домов отремонтируют в Якутске, а также в Нерюнгринском и Хангаласском районах. В других улусах запланирован ремонт от 1 до 14 домов. Для сравнения, в прошлом году в республике капитально отремонтировали 254 многоквартирных дома, выполнив работы по 375 конструктивам, включая ремонт фасадов, кровли, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, а также замены лифтов. Для улучшения жилищных условий семьям с 5 или более детьми предусматривается и единовременная денежная выплата. Такую помощь в Якутии получили 944 многодетных, в том числе в прошлом году 120 семей, у которых воспитывается 5 или более детей. Размер соцвыплаты составляет 35% от расчетной стоимости жилья. Денежную выплату можно израсходовать на строительство, покупку жилья или на погашение ипотечного кредита. Для того, чтобы получить поддержку, семьи должны написать заявление и предоставить соответствующие документы по месту жительства и состоять в реестре нуждающихся в жилье. Сейчас в республиканском списке числится более 2000 семей, среди них семья Имыковых, которые снимают квартиру в Якутске 5-й год, а в очереди они стоят 1560 номером. Приехали в 2020 году, уже 5-й год здесь живем. Живем мы на съемных квартирах, каждый раз переезд. 5 лет дала заявление на получение сертификата для приобретения жилья для тех, у кого 5 детей. Очередь очень медленно идет, конечно, но все-таки ждем. Может, когда-нибудь получится что-нибудь. Тем временем вопрос решения жилищных проблем многодетных стоит на повестке местных властей. Так, об ускорении очереди республиканского реестра и повышении финансирования глава республики обозначил в своем послании Госсобранию. Сейчас депутаты обсуждают и ведут работу. В 2022 году правительством была разработана дорожная карта. И в соответствии дорожной карты, чтобы уменьшить очередь, необходимо ежегодно 500 миллионов. Но, к сожалению, в данный момент при корректировке не получилось отстоять. И очень важно, чтобы эти семьи заблаговременно получили от государства хорошую помощь. Это поддержка престижа многодетных семей и поддержка демографической политики, которую проводит наш Илдархан Айсен Николаев. В честь 125-летия первой районной больницы в Мегино-Кангаласском районе стартовала эстафета здоровья. Жители Бютяйдякского наслега первыми получили возможность пройти бесплатное обследование у 11 врачей Маинской центральной районной больницы, сдать анализы и получить консультации. Выездная бригада обеспечила доступность медицинской помощи для людей с ограниченными возможностями и детей. Завершилось мероприятие торжественным чествованием ветеранов здравоохранения. Отмечу, что эстафета продолжится во всех наслегах района. Приехал вместе с мобильной бригадой по акции «Эстафета здоровья», приуроченной к юбилейной дате. По приезду фельдшером местной амбулатории предоставлен был список детей. Сначала был прием на базе ФАПа. Дальше я по патронажу на дому детей до года
Были дети и с жалобами, ну, на дому я имею в виду, и профилактические осмотры. Если ребенок болеет, то рекомендации по лечебного характера даю. Ну и все, как положено, делаем, работаем. 4 февраля весь мир отметил День борьбы против рака. В Якутии в канун знаменательной даты стартовала неделя борьбы с онкологическими заболеваниями. Ну а в Алданской городской поликлинике объявили День открытых дверей. Профилактический осмотр могли пройти как первичные пациенты, так и граждане из группы риска. О чем нужно помнить и какими мерами не следует пренебрегать, уточнили наши алданские коллеги. Жительница Алдана Нина Воронцова пришла в поликлинику не потому, что почувствовала недомогание. Нина Юрьевна решила пройти профилактический осмотр. В медицинском учреждении был объявлен День открытых дверей, приуроченный ко Дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. В выходной день многие не работают, и есть время сходить. Пожалуйста, я просто рекомендую. Вот я лично для себя получила исчерпывающую информацию и даже немножечко поменяла ход мыслей, да, свои. Дни открытых дверей в рамках Дня борьбы против рака в поликлиниках Алданской ЦРБ проводятся ежегодно. В ходе обследования алданцы могут сдать анализы и получить консультации специалистов. Женщинам, наряду с осмотром врача-гинеколога, также предлагаются отдельные виды диагностики. О своем здоровье всегда надо заботиться в любом возрасте, поэтому, конечно. В ходе медосмотра можно не только диагностировать уже имеющуюся опухоль, но и определить предшествующее ей предраковое состояние. Для него характерны изменения в тканях и органах, которые без лечения переходят в злокачественные. Проблема эта всемирная, потому что онкологические заболевания у нас, особенно в Алданском районе, заболеваемость высокая. И нужно сказать, что онкология у нас молодеет. Рак у нас является второй причиной по смертности после болезни системы кровообращения. В количественном отношении большую часть составляет рак желудочно-кишечного тракта и легких. Врачи призывают граждан не утрачивать онконастороженность. Выздоровление напрямую зависит от того, на какой стадии было выявлено новообразование. Посещать врача с профилактической целью нужно не реже раза в год. Основной процент людей с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях именно выявляется как раз при профилактических осмотрах. Работают все программы, особенно по профилактике взрослого населения. Это диспансеризация ежегодная, это профилактические медицинские осмотры. Этим охватываются все слои населения. Как раз вот эти профилактические мероприятия направлены именно на выявление на ранних стадиях или предрасположенности к развитию рака тех или иных органов. Возможностью пройти медосмотр в рамках профилактических акций граждане, как правило, пользуются активно. В случае обнаружения заболевания своевременно принятые меры помогут сохранить здоровье и жизнь. Я столкнулась с этим непосредственно близкий родной человек, у меня умер от онкологии, поэтому предупредить это очень важно на ранней стадии. Мама болеет раком, она борется уже 5 лет, поддерживаем. Максимально эффективным будет лечение, начатое на ранней стадии. В этом случае у пациента есть все шансы на полное выздоровление. Однако на ранней стадии рак можно обнаружить только с помощью медицинской диагностики. Помните, онкология коварна и беспощадна, и вероятность стопроцентной победы имеется лишь в самом начале борьбы с ней. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги после небольшого перерыва. Оставайтесь на нашем канале. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Художник широкого творческого диапазона, яркой эмоциональности и пластического разнообразия Дашин Амдаков представил свои работы на выставке «Стихия» в Якутске. Подробности в сюжете Даяны Федоровой.
Удивительный мир, в котором переплелись традиции тюркского народа, легенды и мифы. Его произведения представлены в лучших музеях мира. Теперь известны шедевры и в Якутске. Я видел много его скульптур в разных музеях мира, России. И всегда в любом его произведении, маленьком или большом, есть то очарование, которое притягивает нас, носителя этой культуры, носителя этой цивилизации. Дашин Амдаков – художник-скульптор, чьи золотые руки создали множество уникальных произведений. Ты погружаешься в тему, и ты изучаешь, думаешь об этом, и в результате рождается вещь, которую ты потом в итоге отливаешь в вечный материал бронза. И также это с каждой другой скульптурой, это целый мир. Вот как писатели пишут романы, они изучают огромные пласты, потом это все ложится на бумагу. Тут то же самое, только это ложится на бронзу. От огромных скульптур до маленьких ювелирных украшений. Удивительно здесь все. Интерес в экспозиции привлекут бронзовые композиции «Восточный календарь». Фигурки сопровождаются описаниями и добрыми пожеланиями на предстоящий год для 12 зодиакальных животных. Например, «Я змея». Давайте узнаем, какое же предсказание ждет меня в этом году. Этот год принесет в мою жизнь стабильность, устойчивость, изобилие и красоту. И подобное предсказание имеет возможность получить каждый посетитель выставки. Экспозицию органично дополнит интерактивное пространство, с которыми посетители могут взаимодействовать самостоятельно. Здесь вы можете увидеть графику, то есть эскиз рук у автора, затем скульптуры, которые относятся к жанру малой пластики. Национальный художественный музей Якутии вышел на новый масштаб выставочных проектов благодаря поддержке главы правительства Якутии и алмазодобывающей компании «Алроса». «Алроса». Спасибо большое, потому что действительно, я думаю, эта выставка будет интересна творческой молодежи. Дашин Амдаков, он представляет именно художника-патриота, который последовательно ведет работу по продвижению образа коренного жителя Дальнего Востока в мировое пространство. Выставка работает для всех посетителей 7 февраля по 14 сентября. Национальный художественный музей Якутии продолжит и дальше знакомить якутян с шедеврами отечественного и мирового искусства. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Владимир Павлов, Якутск. Ледовый парк «Северное сияние» в 202-м микрорайоне ежегодно радует жителей Якутска зимними забавами. Администрация парка сообщила, что открытие состоится уже на следующей неделе. Чего ждать горожанам от «Северного сияния», знает Эржена Гармаева. Подготовка к открытию ледового городка в 202-м микрорайоне идет полным ходом. Жители Якутска смогут прокатиться на ледяных горках, посмотреть на снежные фигуры, ну и, конечно, попробовать покататься на снегоходе. Работы по подготовке ледового парка начались еще в начале зимы. Здесь возведены большая ледовая арена, разные горки. Как небольшие для самых маленьких посетителей, так и длинная 200-метровая для гостей постарше. Ледянки, тюбинки и коньки можно будет принести свои и взять на прокат. Почти все сделано, горки построены, территория чистится, скульптуры тоже сделаны все. Всю зиму у нас работал где-то человек 30, наверное. И техника у нас один погрузчик есть и мини-трактор один. Лед доставали снегоходами. Цены у нас на взрослые билеты 600 рублей будет, а детские по 400. И будут скидки на многодетных, льготные будут. Семьям СВО, СВОшникам самим, пенсионерам, инвалидам. На территории парка уже располагаются снежные и ледяные скульптуры, сделанные в ходе конкурса «Бриллианты Якутии». Над их созданием трудились мастера не только из Якутии, но и из Китая и Монголии, Приморского и Хабаровского краев. Сейчас в парке работает художник Ян Стрекаловский, за плечами которого 30-летний опыт в изготовлении скульптур. Каждая работа все равно нам очень дорого стоит. Потому что это зима, холод, и чтобы людям хорошо было, ты уже днем и ночью работаешь. Молодежь очень хорошо работает, их работа очень тонкие,
Это очень много там философии. И самое главное, что это там есть наша традиция, национальная культура, эпос, олонко, все. Последние месяцы в Якутске выдались по-особенному теплыми. И погода, судя по прогнозам синоптиков, и дальше будет баловать нас. Это значит, что якутяне могут сполна насладиться зимними развлечениями. Почувствуйте дух зимы в Ледовом парке, открытие которого планируется 14 февраля. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. Легендарный пес по кличке Толстый ожидает своих хозяев. Сейчас хвостатый живет в приюте «Четыре лапки» в Якутске, где о нем заботятся. Регулярно кормят, выгуливают и играют. О том, как складывается судьба интернет-знаменитости, расскажет Саргылана Неустроева. Зимой прошлого года в популярном мессенджере распространился шуточный пост пользователя с фотографией упитанного пса, который уже несколько лет жил у ларька с молочной продукцией. Позже стало известно, что зовут его Толстый и знает его весь район. Пса подкармливали как в ларьке, так и просто прохожие. Но в январе хвостатого поймали и поместили в пункт передержки. Теперь пес Толстый живет в приюте «Четыре лапки». Здесь у него есть все необходимое. Собственный вольер, будка, а главное – многоразовое и здоровое питание. Особенно пес любит молоко, отмечают волонтеры и предостерегают. В любой момент Толстый пытается сбежать к любимому ларьку. Уж очень он скучает по своему прежнему месту жительства. Скучают по нему и горожане. Можно пса Толстого назвать любимцем района? Конечно. Мы все его знаем, давно уже он живет тут. Почти каждый день он тут лежал, то там, то там. Пса жалко, он добрый. Сейчас холодно. Может быть, это и лучшему, потому что может уже замерзнуть насмерть. Сейчас февральские холода начнутся. Жалко было, что он никому не мешал тут. Мне кажется, ему тут лучше было. Однако не будем забывать, что когда-то так же хорошо жил кот Крошек, который обосновался в подвале Пермской больницы. О его печальной судьбе знает каждый зоозащитник. Кот скончался из-за ожирения, хоть за судьбу животного и боролись профессионалы. К счастью, у нашего пса куда большие шансы на здоровое будущее в любящей семье. Стабильно гуляем с ним 1-2 раза в день. Из питания у него горячее, и плюс он там подъедает. Мясо может быть какое-то, где-то корм и так далее. Но если внешне говорить, то в принципе с ним все хорошо, как будто. То есть он просто, да, он толстый, предположительно видно, что как будто бы у него есть диабет, но в целом он игривый, веселый, гуляет, хорошо себя чувствует. Возможно, в скором времени приют объявит о сборе средств на медицинский осмотр Толстого. По предварительным подсчетам обойдется он в 10 тысяч рублей. Это не говоря о дальнейшем лечении. Живет приют только за счет благотворительности. К ней, кстати, на днях присоединилась администрация Сайсарского округа. Именно там для упитанного пса смастерили вольер и будку. Мы не могли проигнорировать то, что он оказался, так сказать, не то что в беде, да? Он оказался в надежных руках волонтеров. Это отличный прецедент для того, чтобы сотрудничать вместе и далее, потому что собаки, они, как сказать, тоже нуждаются в тепле и заботе. Но тут важнее тепло при наших суровых климатических условиях, и поэтому будка первостепенна. На попечении у четырехлапок не только один пес, но и многие другие собаки и кошки. А главной своей задачей волонтеры считают их пристрой в надежные руки. Для этого не так давно в работу был запущен сайт freezingpets.com, зайдя на который можно в режиме онлайн наблюдать за жизнью хвостатых и, может быть, подобрать себе верного компаньона. Саргылана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Во Владивостоке с прошлого года появилось новое развлечение айсфлоатинг, представляющее собой купание среди льдин в специальном спасательном костюме. Подробнее расскажет Лиана Михайлова. С конца прошлого года в приморской столице группы в красных костюмах впервые вышли в море. Это развлечение пришло к нам из Финляндии. И теперь гости могут плавать в Амурском заливе на мелководных бухтах. Арктическое купание продолжается час. Аналогичные мероприятия уже организовывались в России, а именно в Мурманске, Архангельске и на Байкале. Перед заплывом обязательно проверяются погодные условия и место. В одной группе могут находиться до 10 человек. У нас в городе обстановка ледовая позволяет, чтобы проводить такие развлечения, поэтому захотелось тоже внести в наш прекрасный город что-то новое. Самое распространенное – не холодно ли в костюме. Сразу отвечу, что в костюме не холодно. Это спасательный костюм, предназначен для плавания до 6 часов в ледяной воде.
Вот, и при температуре минус 30 градусов. Для выхода на лед нужна необходимая экипировка. Как вы видите, она состоит из цельного сухого гидрокостюма. Это все надевается на собственную одежду. Как правило, обычно надевают внизу термобелье, сверху флисовую кофту. При необходимости также надевают теплую балаклаву и небольшого размера капюшон. Сзади, как вы видите, можно прикрепить также воздушную подушку, которая помогает гостям не переворачиваться наперед и держаться на плаву на воде. По словам инструктора, костюмы для купания абсолютно безопасны и предназначены для выживания на воде. Они весят около 8 килограммов, в ширину около 7 миллиметров, но не ощущаются в процессе. Рекомендуется находиться на спине, чтобы избежать попадания воды в костюм при перевороте. Для перемещения по воде используются руки, а инструктор внимательно сопровождает новичков. Я подхожу к человеку, я спрашиваю, что именно вас, так сказать, приводит в панику. Вот, мне объясняют, у кого-то там, допустим, клаустрофобия, у кого-то еще что-то. И я стараюсь сделать так, чтобы человеку было комфортно, возможно, подойти ближе, подержать его на воде, сопроводить. И в основном все быстренько успокаиваются и дальше получают удовольствие. Теперь во Владивостоке можно купаться круглый год. Город активно развивает развлекательные и туристические направления и всегда готов радовать своих гостей. Лиана Михайлова, Владивосток. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.